Временно исполняющий обязанности главы Башкортостана Ради Хабиров с очередной рабочей поездкой отправился в Краснокамский район. Краснокамский район расположен на северо-западе Башкортостана, граничит с Татарстаном и Удмуртией. Основа экономики Краснокамского района – сельское хозяйство. Здесь развивают и рыбоводство. В одно из таких хозяйств, рыбхоз в деревне Никола-Березовка, и поехал Ради Хабиров. Здравствуйте. Здравствуйте. Вдовина Нина Евгеньевна, заместитель генерального директора Кармановского рыбхоза. Прошу. Директор командировки. Да. Сейчас мы находимся на форелевом участке нашего рыбхоза. Он сравнительно молодой по сравнению с основным участком. Вот. Здесь находится участок садкового, бассейнового выращивания и участок, участок получения личинки. Вот здесь в первом цехе находятся бассейны, правда сейчас они пустые, где мы начинаем от икринки получать личинку. Вот это наша уже товарная рыба. Куда поставляете? Поставляем в Москву в сети по Башкирии, Уфа, все города Башкирии. Да. Надеюсь, что да. Хотя помощь, конечно, необходима. Но мы всегда готовы. Там маленькие. Они вырастают до определенного момента здесь, потому что все равно рыбопродуктивность бассейна ограничена, где-то 150 килограмм уже общей товарной массы в бассейне достигает, это грамм 10 в бассейне переводим в садки. Но на вкусовые качества в первую очередь влияет вода, вот этот цех водоподготовки. Вода у нас пьется со скважины. И мы прошли через цех, где она фильтруется и поступает обратно в бассейны. А вот на улице это бассейны. Это что вот такое? на улице это наш долгострой. Дело в том, что они построены еще в 2014-2015 годах. И с тех пор приостановлено их дальнейшее развитие. Не хватает пока финансовых средств. Здесь они построены наполовину, можно сказать. Сейчас их требуется только дооборудовать уже необходимым То есть вам нужно оборудование, да? Оборудование. Это, наверное, аэраторы какие-то, да? Барабанные фильтры, аэраторы, иловые накопители. Вот. Она работает летом только, да? Будет? Мы предполагаем, что этот комплекс из двух вот этих бассейнов будет под крышей ангарного типа, рассчитанный каждый на 100 тонн форели. Здесь должны быть установлены вот барабанные фильтры, фильтрация, подача воды со скважины. Они в первой тройке по России, я так понимаю, да? По форели. Да. Александр Ильич, поручение запишите, Шильдяева, да? Давайте на инвест сейчас ко мне. Либо руководитель, либо Я вас. с ним предварительно говорил, я говорю, согласуюсь, скажу тебе. Все, приходите, мы там сразу обсудим все вопросы, какие есть, там примем разрешение. Чтобы вы уже пришли и сказали, вот такие варианты, а мы примем решение. На обороне тоже можно нормально эти получить субсидии. Да, давайте вот так Да. сделаем. А рестораны какие-то отберут напрямую вас, нет? Заговорят. Рестораны? Напрямую нет. Нет, да? Просто, то есть, вы все В эти частном отправляете? порядке бывает, что иногда небольшое количество, да, да. А так вот в основном с сетями. Так что. Будем выращивать еще и форель? И форель будет. Спасибо. Будем? Да. И черную икру. Спасибо. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Ну это разве Спасибо перспективно в большое. Башкортостане? Конечно, тут все условия. Вот вода рядом, все рядом. Спрос огромный. Следующий объект рабочей поездки временно исполняющего обязанности главы Башкортостана Ради Хабирова – Троице-Никольский храм, все там же, в селе Никола-Березовка. Храм какого года? Храм построен в этом исполнении в 1816 году, а первый храм, который деревянный, он здесь был построен в 1550 году. Вот, тут, вот этим домам более 300 лет есть. Вот. Это все объекты культурного наследия? Что ли? Да, объекты А культурного деньги наследия. на асфальт вот это все предусмотрено? Это мы предусмотрены вот в этой городской среде. Мы в этом году вот до церкви, а в следующий год до конца улицы доходим. Вот. А вот спуск к воде в этом году делаете? Или Спуск в этом году делаем, в этом году делаете? забор делаем, марки делаем. Все. И пешеходную тропу там. Батюшка Алексей.
Так, очень такой добродушный, грамотный, религиозный человек. Да, я слышал. Всегда советует, хорошо посоветоваться с ним. По-настоящему служит Богу. Да, такие люди есть. Да. На самом деле. Здравствуйте. Настоятеля Троицы-Никольского храма. Здесь основан был, это основа Николы Березовки. Отсюда, можно сказать, начался наш поселок. И вот здесь вот было явление на Николы Николаевича Творца на Березе. И вот со времен Иоанна Грозного здесь вот начали строить деревянные храмы, потом во времена Пугачевского царя здесь сгорели храмы эти, потом построили уже 200 лет назад вот этот храм. Вот храм в честь Святой Троицы, значит, вот этот, и два предела. Правый Николай Чудотворца, левый. И вот эта икона основная у нас. Вот перед этой иконочкой люди приезжают со всего мира. Вот, ну, это икона Николая Чудотворца. Это копия той иконы, которая явилась на Березе. Вот она была деревянная, вот здесь можно даже показать. Вот иконочка вот такая. Мы снимали фотографию и просветлели немножко. А вот она потемнела. Вот. Потом, значит, иконочка находилась у нас здесь до 1931 года. В 1931 году храм закрыли. И иконочку эту перевезли в Уфу, в Троице-Сергиевский собор. Там находилась и в 60-х годах ее украли. Теперь у нас копия вот этой иконочки, но это тоже дореволюционная, и много чудес до сих пор приходит. Значит, люди приходят и обращаются к Николаю Чудотворцу. Ну, все мы знаем, что святитель Николай – это Санта-Клаус, святой Николай. Вот. И он и раньше помогал людям, и сейчас. А вот храм же связан с именем Елизаветы Федоровны, да? Да. Она здесь была, да? Она здесь была 2 раза в 1910 году. Она с Сергеем Александровичем была или одна была? Нет, она была одна. И была же после смерти она, да, Она уже пострижена была, да? она уже, да, приезжала сюда, уже монахиней будучи. Иконочка вот здесь у нас ее есть. Святой Елизаветы Федоровны, вот эта иконочка. И примерно такой же будет монумент. Ну вот этот храм у нас с 90-х годов восстанавливается. Храм вообще известный, вот не только в Башкирии, он в России известный. Очень известный. Сюда очень много людей приезжает. Здесь около храма собирается и проводится очень много таких мероприятий, как вот Никола Вешний. Здесь в днях славянской письменности. Здесь бывало, ну, до 5000 людей собирается. Потом, значит, 19-го. Когда вот вы все это сделаете, как раз все благоустройство, как раз вообще на новый уровень выведете это все. Да. 19 числа у нас здесь крещение, купаются люди до 30 тысяч. В Каме, да? В Каме купаются. Вот здесь вот набережная. Мы вырубаем купель, значит, до 30 тысяч купаются людей, значит, там разные национальности. Просто купаются ради здоровья, ради души. Вот. Ну, а в этом храме вот здесь полы были, вот в этой части, вот эти чугунные, и мы оставили на память, что 200 лет назад люди стояли на этих плиточках, и даже как, ну, прикосновение через эти плиточки. Вот. А впереди, вот плиточка там маленькая, осталась как память. Вот. А где? Вот там под батареей. Это как память осталась. Вот это впереди было. Значит, здесь винтовая лестница была, но ее срезали. Мы копию сделали, примерно той, которая была здесь. Она на часовню была? Нет, здесь у нас клирос, певцы поют. Ну, также вот недавно у нас здесь привезли скамеечку, опять же, связанная с Иоанном Грозным в Москве, в монастыре. Значит, Иоанн Грозный на этих скамеечках сидел. И вот Валерий Григорьевич сделал точную копию. Вот, присядьте немножко, почувствуйте древнюю вот эту крепость. Такая чувствуется мощь. Это дуб или что, интересно, нет? Это мореное какой-то, или бук, или еще что-то такое. Вот такая вот скамеечка. Красивый храм. Ну, храм, колокольня у нас была одна из самых высоких, 62 метра. Но вот сейчас в Уфе Рождества Богородицы немножко повыше сделали. Ну, сделали. Была самая высокая Башкирия. А была самая высокая. Вот. Ну, а сейчас, значит, вот мы здесь 7 лет, вот это вот за 7 лет мы здесь расписали все,
Ну, расписывали местные художники. А вот приход увеличивается, не увеличивается? Приход увеличивается. Прям Увеличивается. ощутимо чувствуется, да? Ощутимо, да. Сейчас вот автобусы будут ходить, людей будет больше ходить. Сюда вот особенно привлекает эта набережная, потому что там вот сейчас вот только что кортеж был свадебный. Все едут сюда. Значит, и свадьбы проходят, дни рождения проводят. Школьники, значит, когда окончание, значит, занятий, все, вот они всегда здесь собираются. Тут и бизнес подтягивается у вас, да? Вот, да, вот эти лавки, да, сюда. Сейчас вот если когда сделаем, И вот это вот народу много будет. интересно, еще иконочка вот эта вот. Эта иконочка была 20 лет назад куплена из музея. Она была совершенно черная, как примерно вот та икона Николая Чудотворца. Ее было не узнать, какая она. И вот, значит, мы пытались узнать, ну, по лику мы подумали, что Андрей Первозванный. А когда, значит, время прошло, она сама просветлилась. И вот она светлая стала за 20 лет, сейчас стала узнаваемой. Илья Пророк. Вот. Это на глазах наших прихожан. Это не то, что какая-то фантазия еще. В 1774 году, в ночные бои, сгорел Никольский храм. Да, было сколько. Вот эти стеночки, так они и были здесь. Вот старый, Да. Да. Не всех допускаем. Батюшка, а вы как? Нормально? Нормально. Да. Это вот смотровая площадка. Ох ты. Получается, здесь открывается наше село. Вот такой простор, такая красота. Перед вами бывшая большая купеческая улица, ныне Ленина, вот она идет. Село было купеческое, можно сказать, вот полный расцвет, это был конец 19-го, начало 20 века. И все дома, что уцелели на сегодняшний день, это купеческие особняки, известные фамилии купцов. Известно, чем они владели, это пароходы, мельницы, да, в каждом доме что-то мастерили, что-то выпекали. Первые этажи, как правило, были рассчитаны вот на именно какое-то производство, а вторые жилые. Вот прямо по курсу вдалеке вы видите вот так развернут, да, дом Степана Никифоровича Дедюхина с красивым чердачным оконцем. Он был церковным старостой до 17-го года. А вот это чей дом? Который вот этот Не восстановлен. купца Вавилова. Он, кстати, вот один из красивейших по оформлению наличников. Вот если присмотреться, вообще каждый дом уникален по-своему. Потому что, хотя кирпичный стиль выдержан, но все равно зодчие свое архитектурное решение каждому дому применили. Вот, торговали хлебом. Это была своеобразная такая хлебная столица. Вдоль Камы были выстроены добротные амбары. У нас даже вот в музее сохранились парочка фотографий того 19 века с этими строениями. Причал рабочий у вас, нет, Александрович? Тут никто не причаливается особо. Она уже как бы Это запущена. Рыбхозовская. Да, А вот это они- Модовская, они сами только оттуда маленькие катера отчаливают. Сейчас перед нами только две улицы, а все это было переулочки, улочки. Это все вот куда глаз только хватает нашего, да, и с той стороны это все было село, огромное, большое. На сегодняшний день село у нас сосредоточено вот на горке, мы так называем, местные жители. Проживает у нас 6 тысяч, где-то 89 человек вот, на сегодняшний день. Если на колокольню Еще один пролет, колокольня. Пойдем? Ой, не вижу где. зеленое вот это, оно заболотилось. А, вот это. Заболотилось, да. Да, и углубить надо. Да, здесь углубляли его, Ага. там песок, и оно уходит. Надо его, это Копань озеро, Длинный сделать замок. длинный замок, да. А вот часовенка, вот отсюда прям видно. Вот за, Да, вижу, вижу. и вот тут, оттуда прямо был подвесной мостик. Через А вот речку. это жилой дом или что это? Это жило Вот. Шаяпов дом. А вот синий крыш, это что, школа? Это все фок зеленый. И ДК есть у вас, да? Есть он огромный, новый там хорошо все сделан. нормально у вас. Сейчас тут, значит, Тут вот я вижу, богатенькая такая картинка. По таким объектам проблем особо нету по социальным. Есть вода, там дороги, как видно.
Ну, внутри вот этого хвойного леса у нас ипподром, Сабантуйская площадь там. Вообще, А там вот Арсен Иванович, я вот как поступил, вот вы сами смотрите. Вот мы хотим, чтобы люди приезжали. Вот прям зону я бы сделал, подрезал бы там вдоль этого, отсыпал бы и сделал длинную пляжную зону. Вот прямо вот до падения, вот так вот, длинную пляжную. И, ну, хорошие парковки надо сделать. И у вас она вся будет все лето забита, чтобы люди в нормальных условиях. У нас в районе ни одного пляжа нету. Так давайте, я прям готов Всё, поддержать. Но ваша задача, водолазы пройдут почистить, берег подсрезать, спуски сделать, отсыпать, воду тоже песка провести. Ну что у вас тут добра этого полно. И все. Фред Фаридович, фантазия такая, сюда пустить прогулочный корабль, Москва-24, как в Уфе. Вот здесь вокруг острова прокатились, сюда приплыли, здесь пристань. Можно кого-то привлекать будем. Для этого надо, чтобы и бизнес правильно пришел. Да. Вот. Ну, Кому-то даже можно берег отдать. Вот этот вот. Он будет И пляж, чтобы содержал, Да, и конечно. также катер. Я вас поддержу в этом во всем, если надо что-то. У нас всего 4 места святых в Башкирии. Это вот у нас Николай Чудотворец, Бугабашская. Бугабаш это, Это Бакалы. Бакалы, да. Бакалы. Вот, там Благовещенская, монастырь. наверное. Потом Табынская, Святые Кустики. Святые Кустики это монастырь где-то. Монастырь. Одна из чудотворных икон, Бугабашская, она сохранилась. Она есть вот в Бугабаше. Но она там в деревне, там народу мало приезжает. Но на праздник Бакала, 10 августа там собирается народ. Вот, а у нас вот копия Николая Чудотворца. Но люди почитать, приезжают из Сарапула, у нас здесь крестный ход. Значит, отсюда с этой иконой они водным путем в Сарапул, по Сарапулу с этой иконой ходят, потом возвращаются сюда через 10 дней. Это вот традиция уже такая. Вот, а раньше была традиция, значит, отсюда после, значит, Зимнего Николы в Бирский уезд проезжали с иконой, и к весне она возвращалась сюда. Крестные хода всегда были, потому что когда люди сами просят, чтобы Николай Чудотворец помогал, спасал их от каких-то бед, зол, болезней, всего. Чему вы сюда поднялись? Ну, я вообще с уважением отношусь к храмовым объектам, церквям, мечетям. И когда есть возможность полазить, я никогда не упускаю. Я многие мечети облазил, я многие храмы православные облазил. Поэтому, ну, тут и потом дух такой, знаете, ну, тут действительно святость, то, что называется. Здесь вот самая настоящая святость, намоленное место. И не зря сюда приезжают. Вот батюшка рассказывает, что и мусульмане приходят сюда, и у боженьки просят детей, и получают. Поэтому так. Рафич, ну вы еще тут из хозяйской жилки подошли. Да, мы с главой это обсудили, как раз развитие вот этой общественного пространства. Очень хорошая история может получиться. Не погорпуничаю, нет? Вот это самый большой. Вот это, да. Что делать его? Сильнее, Можно ногой прямо ударить. можно ногой. А я рукой лучше. А вот. Ради Фаридович, первый раз в жизни. Абсолютно. Как чувство, весь мир колоколит. Звон какой близкий. Этот. Колокола, наверное, прошлого века, да, конечно? Нет? Вот матушка.